В этом видео я бы хотел рассказать о своем пути, с чем я сталкивался, что делал, какие выводы делал, потому что путь каждого человека уникален, и, наверное, из пути каждого человека можно извлечь какие-то важные, ценные вещи для себя. Мой путь нельзя назвать линейным, как это в предыдущих поколениях было, да? Закончил школу, выбрал университет, выбрал специальность, профессию, отучился и работаешь по ней. Это было, наверное, огромное количество разных вещей, разных интересных ситуаций. Можно вкратце рассказать. Путь начался после того, как я закончил школу. Я поступил в медицинский университет, в Карагандинский медицинский, на специальность стоматологию. Параллельно уже еще в школе начинал развивать какие-то проекты. Ну, как это я там возил с Китая товары, заказывал, перепродавал. Потом, когда учился в университете, открывал тоже определенный бизнес. Это был интересный опыт, но так как я учился в медицинском, там не было возможности отдавать всего себя работе, потому что нужно учиться. У меня вообще принцип именно насчет студентов медицинского университета: ты должен либо учиться, либо должен не учиться здесь, да? Потому что здесь нет права на ошибку. И я активно развивался в студенческой жизни университета, но по итогу после второго курса я понял, что это немножко не мое направление. Я понял, что я хочу именно, наверное, быть больше практиком, развивать проекты. Я покинул медицинский университет и решил уехать, закрыл бизнес и решил уехать в Москву. Это был 2019 год. Мне тогда было 20 лет на тот момент. Переехал в Москву, прожил там год, тоже старался развивать какие-то проекты. Поступил там, в университет. По итогу я его там и закончил, уже заочно, потому что потом началась пандемия. Развивал проекты там, что-то удачно, что-то неудачно, но опять-таки там в основном были попытки просто, наверное, не сказать, что выжить, но закрыть какие-то потребности. Но самое главное, что я для себя понимал, это что я расширяю кругозор, я понимаю, как, что там в большом городе, да, Москва огромный город, как все работает там, как люди думают там. Мне было просто интересно это понимать. После этого я переехал в Алмату в 2020 году. Сразу с Москвы в Алмату решил переехать туда, потому что началась пандемия. В Алмате уже началась, наверное, такая более серьезный подход, потому что я прожил там 3 года. Было какое-то становление. Наверное, в тот момент я пытался жить таким образом, что старался там прыгнуть выше головы. Но это всегда плохо заканчивается, потому что там, где заканчивается мотивация, начинается наша готовность. И в какой-то степени готов не был. Я открыл бизнес, нашел деньги, взял кредит. Сразу скажу всем там, молодым ребятам или кто хочет запустить, если у вас есть цель там, запустить свой первый серьезный бизнес, и он не проверен, никогда не берите кредит. Лучше заработать. Если прогорите, вы потеряете деньги, но никому не будете должны. У меня получилось так, что я его развивал достаточно успешно, но совершил много ошибок, присущим там, всем молодым ребятам. В какой-то степени начал немножко легкомысленно относиться ко всем процессам, которые были, хотя нужно было серьезно над ними работать, потому что компания уже работала. Но получилось так, что компания закрылась, я обанкротился. Такой интересный опыт. Мне тогда было уже 23 года. Но на самом деле я в какой-то степени этому благодарен, что я в 23 года пережил такую ситуацию, очень серьезную. И сделал большие выводы. Наверное, провел огромную работу над ошибками, домашнюю работу, которая заняла, наверное, 1-1.5 года, чтобы полностью все осмыслить, понять, осознать, научиться чему-то. Это был очень крутой опыт. После этого я переехал в Астану. Вообще, может показаться так, что я что-то начинал, бросал. Нет, это не так. Начинал я на самом деле много вещей. Работал тоже в разных компаниях, там, между проектами. Наверное, самое главное, что я вынес для себя, это не бояться закрыть что-то старое и открыть для себя что-то новое. Это не значит, что нужно там, при первой сложности что-то бросать. Нет, так делать нельзя. Ты должен пробовать и пытаться, но в какой-то момент ты должен задать себе серьезный вопрос: то ли это? И если ты на 100% понимаешь и ощущаешь, что нет, нужно смело быть благодарным этому периоду, этапу, закрыть это и пойти дальше. Потому что
мы не можем понимать там, в 18 лет или в 20 лет, кто-то и до конца жизни этого не понимает, что мы именно хотим делать в нашей жизни. Далее переехал в Астану, тоже были определенные разные проекты, какие-то успешные, какие-то неуспешные, потому что, как я говорил ранее, никогда не нужно там брать кредиты. И после этого банкротства у меня заняло еще почти 2 года то, чтобы вернуть все деньги, да, и выйти в ноль. Интересный момент. Далее уже пришел к нынешнему бизнесу, который мы развиваем достаточно успешно на данный момент. Международная компания TADA Firm называется. Что нужно извлекать уроки. Это самое главное. Любая ситуация, любой человек, с которым мы встречаемся, не дается просто так. И сейчас я это четко осознаю, что все то, чем я сейчас занимаюсь, да, это очень большое количество общения с людьми, переговоры, да, сделки, поиск единомышленников, поиск там, решений на определенные задачи, все косвенно такой одной линии касалось всех вещей, которыми я когда-либо в жизни занимался. В моменте мне казалось, что они максимально разрознены, да, потому что это были абсолютно разные сферы. Там женская красота, строительство, трубопроводы, там, IT. Было много направлений. И я сейчас уже через года понимаю, что везде примерно была одна и та же линия, одни и те же вещи, которые мне нравятся. И все то, чем я сейчас обладаю, наверное, в какой-то степени я получил благодаря навыкам, которые я приобрел во всех этих ситуациях, когда я что-то пытался, когда что-то получалось, что-то не получалось. И сейчас, имея этот опыт, я могу применять его на практике. То есть сейчас многие ситуации, я с ними уже когда-то сталкивался, когда они появляются, и это, наверное, даже меня очень радует и веселит в какой-то степени. Я думаю, блин, прикольно, что там я занимался этим 6 лет назад, а пригодилось это мне сейчас, да, или 3 года назад что-то делал, и это сейчас пригождается. Поэтому самое главное, что я понимал, это делать выводы, не бояться пробовать, не бояться испытывать себя, потому что пока мы молоды, пока у нас нет таких обязательств, как дети, семья, условно, да, я в своем примере, мы можем пробовать, путешествовать, вообще себя в разных направлениях, чтобы испытать себя на прочность, потому что как сталь, да, она закаляется от большого перепада температуры, здесь то же самое. Поэтому это очень, наверное, важный момент, который я извлек урок из своего такого пути, который длился, если брать момент, когда я переехал в Москву, получается уже 9 лет. А, нет. 7 лет. 9 лет. Нифига приврал. Сейчас я бы хотел ответить на вопрос для себя, наверное, где я черпаю мотивацию для того, чтобы действовать. Вообще я хотел бы сказать оговорку, что в принципе действовать, отталкиваясь от мотивации, это немножко неправильно. Потому что мотивация, она хаотична. Нужно иметь четкое понимание и цель четкую, куда ты хочешь идти. Это самое главное, я об этом говорил ранее, это то, что я ценю в людях, то, что стараюсь развивать в себе. Когда у человека есть истинная, настоящая цель, очень важно, чтобы она была продиктована не обществом, там, не родными, не родителями, не друзьями, да, не тем, что вы увидели в интернете, потому что сейчас в наше время огромное количество шума, информационного шума за счет соцсетей. Мы видим там успешный успех и так далее, и часто у людей формируются желания и цели, которые их двигают, хотя на самом деле они не искренни. Если эта цель не искренна, то рано или поздно любой человек может сломаться от этого. Важно понимать свою истинную цель, которая идет изнутри. Для этого, первое, нужно обязательно попробовать много разных направлений, четко понимать, что тебе нравится, в чем ты разбираешься. И когда ты окончательно там, можешь на данный момент выбрать цель, неуклонно следовать ей, потому что она может измениться. И это вполне нормально, потому что мы меняемся, времена меняются, да, обстоятельства меняются, это очень важно. Но не нужно, как я говорил ранее, менять ее там при каждом резком повороте или каком-то давлении. Эта цель, она как раз-таки помогает вам
понимать, какие действия совершать, какие действия не совершать, поможет это или не поможет. Допустим, если раньше, когда там у меня не было четкой цели, в основном всю свою жизнь то, что я пробовал разное, я пытался найти вот эту цель, и когда мне там предлагали какие-то возможности, ребята говорили: Марат, давай сделаем вот это, давай сделаем вот это, я кидался из стороны в сторону, и это мешало. Сейчас, когда у меня есть четкая цель, я понимаю, куда иду, я уже четко знаю, я все фильтрую. Вот это приведет меня к моей цели или нет? Вот это действие приведет? Нет. Вот это знакомство приведет? Нет. Условно я говорю. И уже легче понимать и двигаться, исходя из этого. Второе, опять-таки, что касается мотивации, да, на что я обращаю внимание, над чем стараюсь работать, это энергия. Уровень энергии – это крайне важно, потому что абсолютно все вокруг нас – это энергия, да, это научно доказано, физика, мы полностью состоим из атомов, электронов, и эта энергия позволяет нам существовать активно. Это даже всегда видно по человеку. Если у человека нет энергии, это просто считывается, это чувствуется. А когда у человека сильная энергия, такая открытая, активная, он даже заходит в комнату, и все такие: о, все это ощущают. Нужно работать над уровнем энергии, нужно исключать все то, что забирает у вас энергию. Многие уже это чувствуют, знают. Нужно хорошо это отличать. И работать над тем, усиливать то, что дает вам энергию. Какой-то определенный отдых, да? Какие-то определенные люди, разговоры, действия, мысли. У кого что угодно, йога, бег, без разницы, да. Но самое главное, тут тоже важный фактор – энергия порождает энергию. Нельзя, лежа на диване, думать, что ты наполняешься энергией. Нет. Организм вырабатывает ее ровно столько, сколько нужно, поэтому нужно быть активным. Это, наверное, второе, что важно. И третье – это дисциплина. Это то, о чем говорят все, это то, чему я учусь до сих пор активно, потому что с дисциплиной всегда, да, были какие-то определенные проблемы у меня лично. С детства неусидчивость. Дисциплина, да, она очень важна. Просто четко, хотя бы час, 2 часа, 3 часа в день быть последовательным и действовать. Тогда вы будете идти к цели. Лучше идти к цели медленно, но каждый день, чем хаотично. Сегодня пошел, завтра не пошел. Это просто огромные перепады энергии. Что еще важно? Это окружение. Окружение играет колоссальную роль. Часто люди этого не допонимают до конца. Думают: да нет, это же там мои родные, друзья и так далее. Нет, я сейчас не говорю о том, что нужно от кого-то отказываться, но нужно очень сильно влиять на то, с кем вы общаетесь каждый день, с кем вы разговариваете. Потому что если человек... У нас там есть люди, приведу такой пример, да, в окружении часто близкие, ты им рассказываешь о какой-то идее или ты чем-то горишь, и они тебе говорят: да нет, зачем, не получится, ниша уже занята, там, или что-то такое, и ты такой: блин. Либо же тебе, наоборот, говорят: да, получится, давай, четко, все, круто, это очень важно. Окружение, потому что мы становимся среднестатистическим нашего окружения. О чем мы думаем, о чем мы разговариваем, да, что мы обсуждаем каждый день. Это фоново влияет на психологию. Если мы общаемся с людьми, которые обсуждают людей, или просто какие-то события, вряд ли что-то произойдет. Нужно общаться с людьми, которые обсуждают идеи, цели, возможности, как к этому прийти, как научиться, как обучиться, как стать лучше. Следующее, наверное, что я извлек из своего опыта, это нужно постоянно учиться. Постоянно учиться. Сейчас во многих моментах я понимаю, что я разбираюсь во многом, потому что много чем занимался, но не во многом достаточно глубоко. И я ощущаю, наверное, нехватку энергии, не энергии, а знаний в каких-то вопросах. Допустим, даже сейчас, мне 28 лет, я поступаю на магистратуру, потому что хочу больше получить знаний, потому что до этого я как-то больше уходил в бизнес и развивался в практике. Но теория тоже важна, нужно учиться, и в первую очередь учиться у людей. Искать ролевые модели тех людей, результаты которых вам нравятся или к которым вы хотите прийти. Стараться у них учиться. Люди достаточно открытые. Если вы молод, активен, можно написать какому-то любому взрослому человеку, да, который добился взрослого, я имею в виду не возраста, а когда он уже добился того, чего вы хотите добиться.
Написать, попросить встретиться, часто очень такие люди открыты к диалогу, открыты к вещам, нужно всегда это делать. Если у кого-то есть желание написать мне, без проблем, можно организовать встречу, поговорить, выделить на это время. Следующий важный момент, которым бы я хотел поделиться из своего опыта, особенно это касается молодых людей, не нужно стараться успеть как можно быстрее, 22, 23, 25, стану миллионером, да, и так далее. Это опять это социальные сети, успешный успех. У каждого свой путь, и он уникален. Поэтому в какой-то степени даже нельзя искать советы или учиться у кого-то. Нужно просто смотреть, как действуют они, и смотреть, применимо ли это к вашей жизни или нет. Потому что у каждого из нас уникальный набор качеств, уникальный набор ситуаций, травм, да, каких-то всего, что мы пережили. И это уникальная конфигурация, которую нужно правильно собрать и использовать. Поэтому не нужно торопиться. До 30 лет есть время, чтобы пробовать, ошибаться. Если вы в 30 лет, у вас даже 25-27, у вас нет квартиры, машины, ничего страшного. Это не важно. Хоть и общество диктует это. В первую очередь нужно найти свою цель. Потому что как только вы это сделаете, вы, скорее всего, на этом пути переработаете все свои какие-то травмы, да, как любят часто говорить, страхи, свои внутренние тараканы, которые у каждого есть. И дальше рост пойдет быстрее. Это очень важно. Не торопиться, не смотреть на то, что думает общество, идти своим путем. Не бояться ошибаться. Это, наверное, такие основные моменты, которые я в первую очередь применяю каждый день, требую от себя и которыми могу поделиться. Еще есть момент, наверное, вера. Вера крайне важна. У каждого она своя. У кого-то религия, у кого-то энергия, да, у кого-то какие-то практики. То есть все имеет место быть. Но самое главное, нужно верить, наверное, во Всевышнего, верить во Всевышнего, понимать, что есть высший разум, энергия, да, которая вам помогает, ведет нас. А мы должны просто отпустить, жить в моменте и делать все то, что требуется от нас сегодня, чтобы мы пришли к результату, который мы хотим. Держать его в голове и действовать каждый день, хоть по чуть-чуть. И верить в то, что высший разум приведет нас к этому. Это, наверное, тоже очень важно.